день, наши любимые читатели! Добро пожаловать на канал Пружанской библиотеки. Наступила зима, а зима, мне кажется, это самое волшебное время года. Это время, когда мы все, хоть немножечко, верим в Деда Мороза и ждем чуда. А если у вас еще совсем не зимнее настроение и нет ощущения праздника, тогда вам поможет книжное волшебство. Вы ведь знаете, как его призвать? Тогда усаживайтесь поудобнее, и вас ждет знакомство с подборкой книжных зимних волшебных книг. И открывает нашу подборку поистине волшебная книга Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии». Итак, одна волшебная страна, Нарния, которой правит мудрый лев Аслан. И все в ней замечательно. Но однажды приходит белая колдунья, и в волшебной стране наступает вечная зима. Кажется, ничего не поможет этой волшебной стране. Все утрачено. Но туда попадают 4 обычных маленьких детей, которые попали туда из Англии 1940 года. Им предстоит спасти Нарнию и победить белую колдунью. Невероятно! Взять их. Пророчество гласит, что 2 сына Адама и 2 дочери Евы явятся, дабы победить белую колдунью и положить конец долгой зиме. Боюсь, вы ошиблись. Мы не герои. Ошибки нет. Аслан уже в пути. Помоги. Не менее волшебный мир создал Филипп Пулман в своей трилогии «Темные начала». Представьте себе мир, который не очень отличается от нашего. Вот только бок о бок с обычными людьми живут фантастические существа. Ведьмы, бронированные медведи, а еще душа человека может принимать форму животного, Деймона. Если вы начинаете читать эту трилогию зимой, то первая часть вам особенно понравится, потому что она создает особое зимнее настроение. Ведь в ней 12-летняя сирота отправляется на север, где будет спасать своего друга. Ей будут помогать бронированные медведи, различные другие фантастические существа, а еще она узнает о своей судьбе и узнает о своей семье. Если бы я собирался в такое опасное путешествие, нанял бы бронированного медведя. Юрий Бирнисон! Я буду верен тебе до победного конца. Говоря о волшебстве, нельзя не вспомнить самую известную серию книг о юном волшебнике. Конечно, я же говорю о Гарри Поттере Джоанны Роулинг. Почему эта серия книг так подходит для чтения зимой? Во-первых, каждая страница пропитана волшебством. Здесь и встречи с различными фантастическими существами, и заклинания, и зелья. А еще это книга о дружбе и любви, которая может победить даже самое могущественное зло. А еще Гарри, Рон и Гермиона каждый год встречают Рождество в замке Хогвартс, гуляют по заснеженному Хогсмиту и отбиваются снежками от местных хулиганов. Дорогой мистер Поттер, мы рады сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства. Через несколько минут вы войдете в эти двери и присоединитесь к вашим товарищам по учебе. О, следите, пожалуйста, за лестницами. Они любят менять направление. Добрый день, класс! Итак, первый урок полетов. Вытяните правую руку над метлой и скажите «вверх». Вверх! Вверх!
Толкопуп? Что ты делаешь? Мистер Толкопуп. Возможны самые удивительные чудеса. И рождественские повести Чарльза Диккенса убеждают в этом читателей вот уже 176 лет. Чем же они так удивительны? В них главные герои – это эльфы, призраки, духи умерших, а среди них обычные англичане, которые ждут рождественского чуда. Что же для них это рождественское чудо? Это обретение близких. Они пытаются найти себя, а еще пытаются исправиться. Ведь это самое главное рождественское чудо – найти себя и найти своих. Еще один шанс исправить ошибки прошлого. Этой зимой призраки Рождества из прошлого, настоящего и будущего Поди прочь! Поди прочь! дадут тот самый шанс великому Скряге. А если вы хотите подарить праздничную атмосферу не только себе, но и своим детям, то обратите внимание на книгу Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». В этой восхитительной книге каждый найдет что-то для себя. Самые маленькие читатели будут с удовольствием рассматривать красочные иллюстрации, восхищаясь выдвижными ящичками комода, резными дверями и прочими сюрпризами, которые спрятаны на страницах этого уникального издания. Ребят постарше, несомненно, заинтересует сюжет повести. Они с упоением будут следить за приключениями главных героев. Ну а родители, бабушки и дедушки вспомнят то, что так дорого сердцу каждого – свое детство, молодость, первую елку и игрушки, о которых когда-то мечтали. И Евгения Пастернак рассказали нам историю нашего Деда Мороза. А вот Мэтт Хейг в своей книге решил нам ответить на вопросы о Санта-Клаусе. Задумывались ли вы о том, почему Санта-Клаус носит красный колпак? Или почему олени летают? А почему он может пролезть в дымоход? Мэтт Хейг явно задумывался и написал книгу «Мальчик по имени Рождество». Это светлая, немного грустная история мальчика, который, пройдя очень большой путь, становится Санта-Клаусом. Много лет назад никто не знал о Рождестве. Пока один мальчик не показал миру, как верить в невозможное. После прочтения этих книг вы все еще будете сомневаться, существует Дед Мороз или Санта-Клаус, то вам обязательно нужно прочитать книгу Бена Миллера «Ночь, когда я встретил рождественского деда». Итак, мальчик Джексон решил доказать своим друзьям, что рождественский дед существует. И однажды ночью он не пошел спать, а стал ждать волшебника. И правда, в полночь рождественский дед появился. Вот только он выглядел немного иначе. Это был маленький, пухленький эльф. Ну, а все остальное было так же. Олени, сани и мешок подарков. Когда он пробирался в дом Джексона, он повредил ногу и просит мальчика помочь ему развезти подарки. А по пути он рассказывает ему свою историю. Как же именно он стал рождественским дедом? И благодаря этому мы понимаем, что когда мы хотим чуда,
первую очередь мы должны что-то изменить в себе. И, разумеется, волшебное праздничное настроение подарите себе именно вы. А наши книги вам в этом помогут. Многие книги, о которых я вам рассказывала, есть в библиотеках города Пружаны. Итак, верьте в чудо, дарите хоть немножечко волшебства окружающим. И до новых встреч! Пока-пока!